Верховный суд Коми отметил 85-летие. 4 июля 1937 года постановлением Президиума исполкома Коми областной суд был переименован в Верховный суд Коми АССР. Основная задача – защита закона и прав граждан. Верховный суд ежегодно рассматривает несколько тысяч гражданских, уголовных и административных дел. На юбилейном заседании в Госсовете Коми отметили лучших судей. Елена Кононова продолжит. Свыше 3000 уголовных и более 7000 гражданских дел ежегодно рассматривает только апелляционная инстанция Верховного суда Коми. Но на самом деле материалов судопроизводства в ведомстве во 100 крат больше. При этом с каждым годом нагрузка на судей увеличивается. А это значит, все чаще граждане стараются разрешать споры цивилизованным путем. Но несмотря на сложности, ведомство работает без срывов и провалов. Именно вы формируете практику по рассмотрению наиболее сложных категорий гражданских и уголовных дел, которые вызывают широкий общественный резонанс. В судебной системе Республики Коми работают высококвалифицированные юристы, настоящие профессионалы своего дела. От вашей работы во многом зависит законность, совершенствование правоприменительной практики. Ведь именно от того, как работает судебная система, зависит уровень доверия общества к государству в целом. История нашего Верховного суда неразрывно связана с становлением республики. После Октябрьской революции в Коми-крае были созданы народные суды. Они рассматривали общегражданские дела. Тогда же появился облревтрибунал. Он отвечал за контрреволюционные преступления. А в феврале 1923 года появился областной суд, который через 14 лет переименовали уже в Верховный. Тогда у истоков стояли совсем зеленые 20-летние судьи, но с большим жизненным опытом, за плечами которых была гражданская война и борьба с разрухой. Профессия судьи трудная. Судья живет и работает в условиях самоограничений, необходимости принимать решения, которые бывают совсем непростыми. Постоянно размышляя, как поступить. Кроме груза ответственности, на судье огромный объем обязанностей и при этом высокая требовательность окружающих и вышестоящего руководства. Профессия судьи только внешне строгая. За мантией же в действительности стоит прежде всего человек, который разбирает судьбу такого же, как он, человека, при этом не считаясь личным делом и отдавая душу любимому делу. Судья Верховного суда Коми Наталья Перминова вспоминает, как ее встретили несколько лет назад. А сколько у тебя детей? И в какой ты квартире живешь? Детей у меня тогда не было, а жила я в однокомнатной квартире. И Олег Николаевич очень строго на меня посмотрел и сказал: а как ты собираешься писать решения по ночам? На кухне? И тогда мне сразу стало ясно, что легко не будет. И, в общем-то, понятно, конечно, стало, что такая профессия предполагает понимание и поддержку близких. Ветеран служебной системы Владимир Ревака в интервью не стал расставаться со шляпой, привезенной из Франции. Говорит, дополняет его образ нестареющего душой романтика. Да, судьи тоже бывают такими. Он прошел все ступени карьерной лестницы. Начинал с народного судьи в 74-м Печоре, вырос до судьи Верховного Совета. Именно он первым рассматривал в конце 80-х дело о забастовках воркутинских шахтеров. Сидел до 2 часов ночи. Решение ему давалось особенно тяжело. Причем мы рассматривали в Советском Союзе первый Верховный суд наш, первые забастовки, которые у нас возникли. Они носили политический характер. При этом надо признать, что они были правы. Они были правы в своих требованиях. Но таково было веление времени, и закон, который существовал на то время, он не позволял суду встать на сторону той правоты, которую они требовали. Юбилей – это повод для осмысления результатов развития всей судебной системы Коми. За 85 лет в стране менялся государственный строй, формы собственности, законодательство. Вместе с ними менялся и суд. Прежними разве что остались только люди в судейских мантиях. Они также стоят на страже закона и справедливости, не имея права на ошибку. Ведь за каждым решением чья-то судьба. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.